Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами в студии в Вашингтоне Наташа Моздовая. Сегодня в программе. Противоборствующие стороны конфликта в Донбассе готовятся к возобновлению активных боевых действий. Прибывшие в Прагу российские ночные волки оказались македонцами. И насколько прозрачны доходы руководителей крупных американских корпораций. Начинаем с новостей из Праги. Сергей, вам слово. Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Обстановка на Донбассе обостряется. Командование украинской армии сообщает, непризнанные ДНР и ЛНР регулярно применяют запрещенную Минскими соглашениями тяжелую артиллерию. Те же самые обвинения, только в адрес украинской армии уже выдвигают боевики. За сутки в зоне конфликта погибло 5 украинских военных, 12 человек ранены, об этом сообщают в штабе. Наибольшие потери вооруженные силы Украины понесли в районе Авдеевки. Чем ближе юбилей Победы, Дни памяти и примирения, тем меньше надежд на мир в Украине. Моя коллега Шахида Якуб вернулась из командировки на Донбасс, где снимала документальный фильм про Донецкий аэропорт и о боях, которые велись за контроль над этим объектом. До эфира программы Шахида поделилась впечатлениями, которые привезла с востока Украины. Первый вопрос о ситуации боевых действий сейчас. Такое впечатление, что слово «перемирие» на Донбассе у всех вызывает кривую ухмылку. По-прежнему стреляют, даже стреляют больше, интенсивнее, чем раньше. По твоим ощущениям, нас ждет эскалация конфликта? Ну, во-первых, при слове «перемирие» бойцы с той и с другой стороны начинают просто смеяться. И говорят, что его никогда не было и не будет. Особенно те, которые стоят на передовой. Как с украинской стороны, как и со стороны сепаратистов, говорят, что никакой тяжелой артиллерии не было выведено, что ее прячут где-то, потом опять доставляют на те места, что ОБСЕ неэффективно. Все как и раньше. В то же самое время и та, и другая сторона, то есть проведя время с бойцами вооруженных сил Украины, а также с теми, кто представляет собой сепаратистов, они все говорят, что начнется наступление, абсолютно откровенно, что после майских праздников все пойдут вперед, и все уже к этому готовы. Главной целью твоей командировки было снять материал для документального фильма про Донецкий аэропорт и про его защитников, киборгов, как их называют. И причем эту историю ты рассказываешь, поворачиваешь, преломляешь через человеческие судьбы. Какие истории ты привезла, личные истории? Они все личные истории, потому что я разговаривала с людьми, которые были со стороны сепаратистов, контролировали аэропорт и брали его штурмом, и со стороны вооруженных сил Украины, тех ребят, которые до последнего стояли. И, честно говоря, самая трагичная история в том, что на самом деле всех бросили. Когда был второй взрыв, и когда под завалами остались люди, ребята рассказывали, что кто-то смог сам выбраться, а те, которые под завалами остались, некоторых удалось спасти. И вот к вечеру, когда 8 человек вытащили оттуда, старшина, который остался за старшего, там, за всеми, сказал, что к утру живых было только 3. И они уже просто умирали, и он вынужден был пойти и договариваться с бойцами на другой стороне. Он просто пошел, несмотря на то, что сам был ранен, это Анатолий Свирид, и договорился о том, чтобы раненым была оказана медицинская помощь, и чтобы их эвакуировали из аэропорта. А что сейчас с киборгами, защитниками аэропорта? Как их судьбы складываются? Многие после реабилитации вернулись на передовую. Вот те, с которыми я разговаривала, это Юрий Сова, который был в плену. Он уже с побитыми плечами, на таблетках просто человек в аэропорту стоит прямо на передовой. То есть это их избивали боевики после того, как... Их избивали боевики, они были уже до этого раненые все, контуженные. Некоторых, как Анатолий Свирид, есть некоторые проблемы с вооруженными силами, там непонятно, он вернется или не вернется, но он очень хочет вернуться. Еще один, Ярослав Гальванец, сказал, что вроде как на него было заведено уголовное дело. Из-за Львова. Из-за Львова. То есть такое ощущение, что эти ребята просто никому не нужны. До сих пор. До сих пор. И они все говорят, а в чем дело? Мы там стояли до последнего, и даже хотя бы посмертно кого-то бы наградили героем Украины, потому что мы своими жизнями рисковали. И об этой истории просто хотят забыть. Там, знаете, как было в Иловайске? Как это было в Иловайске, как это было в Дебальцево. И они сейчас говорят, вот посмотрите, сейчас начнется Авдеевка. Если начнется Авдеевка, нас опять возьмут в кольцо. И что же, нам опять умирать? А Авдеевка уже начинается. Авдеевку обстреливают каждый день. И непонятно, с какой стороны, но факт тот, что ее обстреливают. Кто обстреливает, уже не важно. Но ребята говорят, что будет Авдеевский котел. Это говорят вооруженные силы Украины. А со стороны сепаратистов, в принципе, говорят и за Авдеевку, и за Пески, и, конечно же, Широкино.
Через центр Донецка под звуки духового оркестра прошли колонны военной техники, танки, БМП и артиллерийские установки. Свои навыки оттачивали пешие парадные расчеты. Столица непризнанной ДНР репетирует парад Победы 9 мая. Лидер боевиков Александр Захарченко заявляет, парад состоится даже в случае обстрелов. На него планируют пригласить и представителей миссии ОБСЕ. В Киеве Донецкий парад политологи уже назвали циничным шоу. Инна Вареница. К военному параду в Донецке сторонники непризнанной ДНР готовятся больше недели. Все, что закажете, то и будем играть. Музыку военная, к Дню Победы. Отведенную ранее военную технику бойцы непризнанной ДНР прикатили в город. Свежевыкрашенные боевые машины украсили наклейками с георгиевскими лентами, точь-в-точь, как в Москве. Сами рисовали, старались. Мы посмотрели, как на фотографии в 45-м году на параде в Москве. «Катюши» были, тоже звездочками были. И мы решили повторить это то же самое. Люди в военной форме несколько раз строем проходят по площади, но руководство их отпускать не собирается. На противоположной стороне площади Ленина появляются бойцы подразделения «Спарта» во главе с их командиром, более известным как Моторола. Опоздавшие к колонне присоединяются с тыла. Командир «Спарты» командует, как правильно на БТРе сидеть, как автомат в руках держать. Скажите, а ваши бойцы уже бывали ранее на парадах? Нет. Один у нас есть, даже два, которые были в Москве на параде. А для вас это тоже дебют или нет? Ну, вы же видите, что у меня рост не позволяет участвовать в парадах. Естественно, это дебют. Обычные дончане День Победы будут праздновать в семейном кругу. Празднуем дома. В этот раз я вообще хотел походить по городу в этой форме. В школе Миша и его одноклассники учили военные песни, которыми будут поздравлять своих родных в этом году. Путь далек у нас с тобою, веселый солдат, гляди, вьется знамя полковой, командиры впереди. Другие темы. Игорь Губерман – удивительный человек, чьи гарики, короткие меткие стихотворения известны разным поколениям, причем в разных странах, стал гостем студии «Радио Свобода». Сильна Россия чудесами и не устала их плести. Здесь выбирают овцы сами, себе волков, себя пасти. Вот как раз этим гариком можно обозначить нашу беседу о современной России, почему российское общество оказалось так податливо нынешней пропаганде. По мнению Игоря Губермана, виной всему так называемый стокгольмский синдром. Человеку свойственна такая психологическая защита отождествления себя с насильником. Поскольку в России сплошь и рядом все вели себя как насильники по отношению к населению, то вот мне кажется, что здесь срабатывает вот эта психологическая защита у каждого человека в отдельности, никакое не общество, чтобы не думать о своем унижении, чтобы не думать о том, что ты, как говорят евреи, в плену у фараона, вот, а чтобы жить совершенно спокойно. Сегодня 3 года с момента разгона оппозиционной акции «Марш миллионов» на Болотной площади в Москве. Марш был приурочен к инаугурации Владимира Путина. После разгона акции власти инициировали так называемое «болотное дело». Десятки человек привлекли к уголовной ответственности. Сейчас в деле более 30 фигурантов, и несмотря на то, что прошло уже 3 года, следователи не оставляют попыток привлечь новых, с их точек зрения, нарушителей закона. После всех украинских событий, после того, что происходит в последнее время, после убийства Бориса Немцова, конечно, уже, наверное, я не думаю, что те следователи, которые ведут болотное дело, они чувствуют себя там в фокусе внимания начальства. И действительно, вы, наверное, правы, что для них важно вцепиться и там напоминать о своей важности и, значит, как-то решать свои собственные проблемы. Так называемое «болотное дело» сильно ударило по российской оппозиции. Долгое время активисты были вынуждены воздерживаться от массовых акций в Москве, чтобы избежать уголовного преследования. Болотное дело – это удивительное дело. Я вот просидел в нем полгода в суде. Полгода фантасмагории, потому что свидетелями обвинения выступали те, кто должны были быть на скамье подсудимых. Я не уверен, что все должны быть осуждены из них были, потому что там
ну, они есть по приказу, и так далее, и так далее. Но это те люди, которые нарушали закон, которые избивали демонстрантов, которые нарушали, между прочим, согласование мэрии, ну, то есть все. Вот они были свидетелями обвинения. А пострадавшие, те люди, которые ничего не нарушали, сидели на скамье. Сидели на скамье, сидели в клетке на скамье подсудимых. Болотное дело, расследуемое Следственным комитетом России уголовное дело о предполагаемых массовых беспорядках и случаях насилия в отношении представителей полиции. Марш оппозиции прошел в Москве 6 мая 2012 года. Алексей Навальный рассказал о миллионных грантах клуба «Ночные волки». Информацию об этом оппозиционный активист опубликовал на своем сайте со ссылкой на портал Общественной палаты. Мы дозвонились до лидера клуба Александра «Хирурга» Залдостанова. Он выразил свою точку зрения на публикацию. Но обо всем по порядку. Александр Касаткин. По данным Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, за 18 месяцев организациями, аффилированными с лидером байкерской организации «Ночные волки» Александром «Хирургом» Залдостановым, получено в общей сложности 56 миллионов рублей. Деньги были получены из бюджета России в виде грантов. Вот что сказал о публикации соратник Навального Георгий Албуров. А вот эти люди, «Ночные волки», так называемые, байкер-бездельники, под руководством Залдостанова, они увлеклись патриотизмом ровно после того, как стали получать многомиллионные бюджетные гранты. За все время, по нашим подсчетам, они получили более 50 миллионов рублей. По нынешнему курсу это примерно $1 миллион, а если считать по курсу на тот момент, когда они получали, это было примерно где-то $1,5 миллиона. А вот что заявил сам лидер «Ночных волков». Я слышал, что Навальный опять навалил. Только с нами он себе в штаны навалит, этот Навальный. Мы 25 лет жили без всяких грантов. И если нужно будет, проживем, если такая необходимость будет. И дальше проживем. Вот. Но пусть Навальному передайте, пусть не беспокоится. Вне зависимости от того, будут у нас гранты, будем ли мы выигрывать гранты или нет, мы все равно будем делать то, что делали. Гранты, описанные в публикации Фонда Навального, были получены на разнообразные массовые и культурные мероприятия, включая проведение детских новогодних елок. Купить лекарства, помочь детям, помочь пенсионерам. Они вместо этого платят вот этим вот байкерам в кожаных куртках, чтобы они вот так вот публично поддерживали Путина. Пусть не переживает по поводу грантов Навальный. Если надо будет нам отчитаться за деньги, которые мы выиграли в честной борьбе, между прочим, то мы это сделаем, только не перед Навальным. Вот. Мы, в отличие от него, деньги свои не воруем, а мы заслужили их. В сценарии детской новогодней елки этого года злые силы пытаются продать родину за иностранные гранты. Александр Касаткин. Настоящее время. Ночные волки добрались-таки до Праги. Компактная колонна пропутинского байкерского клуба, распугивая прохожих ревом своих моторов, подъехала к месту захоронения советских солдат в чешской столице. Правда, как выяснилось, мало кто из членов клуба говорит по-русски. Найти общий язык с мотоциклистами-патриотами пыталась моя коллега Дарья Соловьева. Под звуки боевой сирены к месту акции подъезжает колонна мотоциклистов. Организаторы обещали, что количество участников постоянно будет расти. Но по факту получилось наоборот. Встречающих чуть больше, чем приехавших. Зато они крайне эмоциональны. Вот только слов благодарности большинство ночных волков не понимают. Они просто не говорят по-русски. Я не знаю, как говорить по-русскому. Только скажи, один раз. По-македонски тогда, пожалуйста. Байкеры улыбаются и машут зрителям. Терпеливо выстаивают службу, немного смущаясь и прикрывая длинными волосами татуировки, крестятся. Под футболками ночных волков в основном обнаруживаются граждане Македонии и Чехии. Из тех, кто ступил на дорогу победы в Москве, до Праги то ли никто не доехал, то ли байкеры не сдают своих, опасаясь депортации. Ночные волки избегают ответов на прямые вопросы. Информацию пока назвать не могу, учитывая все обстоятельства, да. Поредевший строй ночных волков с Востока пополняется сочувствующими с Запада. Максим Новиков живет в Германии и давно не был в России. Я присоединился к колонии уже в Германии, на территории Германии, из Берлина, поэтому мне не нужно было пробиваться через границу. Байкеры из Македонии встретили нас, оказали теплый прием. Правда, теплый прием байкерам в Чехии оказали далеко не все. Инициативная группа Open Doors организовала сбор подписей под петицией, призывающей закрыть двери для въезда в Чехию российских волков. Мы пришли сюда, чтобы показать, что не все чехи приветствуют эту акцию.
Мы считаем происходящее пропагандой режима Владимира Путина. Если наше государство с этим ничего сделать не может, то можем сделать мы, граждане. Несмотря на сопротивление Европы, ночные волки твердо намерены добраться до Берлина. Вот только будет ли кому сказать слова «С Днем Победы» по-русски? Дарья Соловьева, «Настоящее время». Время передавать слово в Вашингтон. В США свои мероприятия по случаю победы над гитлеровской Германией. Наташа, эфир ваш. Спасибо, Сергей. К 70-летию со дня окончания Второй мировой войны в Европе США возвращают Германии 5 картин, украшавших когда-то галереи страны и вывезенных в Америку. 3 картины были собственностью галереи в городе Десау. Их выиграл в покер американский солдат. 2 другие картины, портрет королевы Виктории и ее старшей дочери, были конфискованы американскими военными из замка неподалеку от Франкфурта. Помощник госсекретаря Виктория Нуланд во время церемонии в Госдепартаменте заявила, что эти картины являются важной частью культурного наследия Германии. В эти дни в ООН проходят торжественные мероприятия, посвященные окончанию Второй мировой войны. Вообще, сама эта организация была создана после окончания войны для того, чтобы избежать новой глобальной катастрофы. А термин «Объединенные нации» появился именно в годы Второй мировой. Вот так называли себя государства антигитлеровской коалиции. С нами на связи в студии ООН наш корреспондент Виктория Купчинецкая. Вика, здравствуй. Как в ООН в эти дни отмечают праздник? И вообще удается ли странам-членам хоть как-то в эти дни забыть о своих разногласиях? Наташа, но бесспорно они пытаются, это им по-прежнему не всегда удается. Действительно, в Организации Объединенных Наций это неделя праздничная. Уже открылась здесь выставка, посвященная окончанию Второй мировой войны. И 7 и 8 мая здесь будут называться Днями памяти и примирения в память о жертвах Второй мировой войны. А вот накануне генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун посадил у стен ООН новое дерево, белая плакучая вишня, которое называется «Дерево мира и единства». И на торжественной церемонии вот что Пан Ги Мун сказал. Основатели ООН посадили семена нашей организации 70 лет назад. Они надеялись вывести человечество из ужаса войны в лучшее будущее. В то время почва была пропитана кровью миллионов солдат многих национальностей, которые погибли в борьбе с фашизмом, и миллионов жертв Холокоста и других преступлений Второй мировой войны. Но наша организация прижилась и стала расти. Ее питали общие принципы прав человека, общие интересы защиты безопасности и наша общая вера в развитие человечества. Ну и после вот этой церемонии прошло торжественное заседание Генеральной Ассамблеи, тоже посвященное окончанию Второй мировой войны. На нем выступили представители десятков государств-членов ООН, в том числе России и Украины. И вот эти выступления напомнили еще раз международному сообществу, что об этом конфликте, который продолжается между этими двумя государствами, в то время как выступление российского представителя было достаточно нейтральным, выступление украинского представителя было страстным, горьким и было обращено, по сути, к Российской Федерации. Но давайте сначала послушаем, что сказал российский представитель Виталий Чуркин. Ярким символом совместной борьбы и общей победы стала встреча советских и американских солдат на Эльбе. Особенно ценным был вклад в общее дело антифашистов, которые нашли в себе силы отстаивать свои идеалы перед лицом смертельной опасности. Ну и теперь давайте послушаем отрывок выступления украинского представителя, которое по тону было несколько другим, Юрия Сергеева. Самое трагичное и непонятное для нас – это то, что те, с кем мы вместе бок о бок боролись с фашизмом, кого мы считали союзниками и друзьями, сегодня приносят хаос и смерть в наши дома, вооружают и финансируют бандитов, которые терроризируют районы, еще год назад бывшие мирными. Те, с кем наши деды вместе проливали кровь на полях сражений в прошлом столетии, сегодня дискредитируют их благословенную память, посягая на нашу территорию, грубо нарушая устав ООН, вместе подписанный 70 лет назад, и повторяют шаг за шагом ошибки, которые привели к началу войны в 1939 году. Но вот очевидно из этих выступлений, что несмотря на то, что ООН была создана 70 лет назад, она по-прежнему не всегда может разрешать конфликты, и конфликты даже между народами и государствами, которые когда-то были дружественными и братскими. Наташа. Спасибо. Это была наш корреспондент Виктория Купчинецкая из студии ООН в Нью-Йорке.
Вчера Сенат Канады одобрил резолюцию Сергея Магнитского. В ней предлагается ввести санкции в отношении лиц, причастных к гибели юриста в российской тюрьме, либо в отношении чиновников, ответственных за нарушение прав человека, в тех случаях, когда власти страны не способны, либо не хотят проводить тщательные и независимые расследования. В документе также отмечается отсутствие в России объективного и независимого расследования ареста и гибели Сергея Магнитского и осуждается проведение российскими властями посмертного суда над ним. Канада может стать второй страной после США, утвердившей так называемый список Магнитского. В Вашингтоне на уровне экспертов началась дискуссия о необходимости регистрации российского телеканала Russia Today в качестве иностранной лоббистской организации. Об этом говорит и бывшая ведущая телеканала Лиз Уолл, которая уволилась с работы в прямом эфире в знак протеста против редакционной политики. С ней встретилась Татьяна Ворожко. Этот ролик, где Лиз Уолл объявляет о своем намерении уволиться с телеканала в знак протеста против его политики, мгновенно стал интернет-сенсацией. В интервью «Голоса Америки» она рассказывает, что поначалу методы, которые используются на телеканале, не были для нее и других американских журналистов очевидными. Когда я только начала там работать, мы освещали протесты Occupy Wall Street с содержимостью. Если это выставляет Америку и Запад в плохом свете, показывает его коррумпированным, на грани развала, если мы представляем эту линию, то она подходит для Russia Today. И многие работники себя убеждают, но мы показываем иную точку зрения. Основные СМИ не освещают этого. Мы делаем что-то полезное. Среди комментаторов Russia Today немало тех, кто искренне считает Запад силой зла и верит в теории заговора. А вот с журналистами другая история. Там много разных слоев, и это способствует самоцензуре. Никто не говорит, мы сегодня говорили с Кремлем, и они сказали, что мы должны сказать то-то и то-то. Но чем дальше ты там работаешь, тем лучше ты понимаешь, что от тебя требуется. По сути, ты должен догадаться. Сегодня Лиз Уолл старается донести до людей в США и в мире правду о том, чем является и чем опасна российская пропаганда. Это очень сложное явление. Мне кажется, что оно действует на психику таким образом, что ты ломаешься и в один момент говоришь: «Я больше не знаю, где правда». Становится невозможным вести дискуссию, которая базируется на фактах о том, что происходит. Это один из основных инструментов российской пропаганды. Другой метод – активизация людей с радикальными взглядами. Я думаю, что большинство людей из США не верят в теории заговоров, но российские СМИ апеллируют к этому типу людей, которые страдают паранойей, имеют психические расстройства, негативно относятся к Западу, будь то радикальное правое или радикальное левое. Они объединяют этот тип людей и дают им платформу. Они сплачивают эту базу везде, где только могут, во всем мире. И об экономике. Следуя призыву президента России Владимира Путина повысить прозрачность доходов руководства госкомпании, Роснефть впервые раскрыла размер оклада главы корпорации Игоря Сечина. Он зарабатывает не менее 15-20 миллионов рублей в месяц. При этом речь идет о базовом окладе. О доходах глав американских корпораций расскажет Александр Панов. Несмотря на утверждение российского руководства о том, что доходы глав западных корпораций являются коммерческой тайной, на интернет-странице salary.com одним кликом вы можете узнать не только официальную зарплату главных американских бизнесменов, но и увидеть, какие премии они получили, сколько заработали в виде акций и других корпоративных привилегий, вручаемых правлением топ-менеджерам за успешную работу компании. Ежегодно каждая американская компания, чьи акции торгуются на бирже, должна в течение 120 дней по окончании финансового года представить в Федеральную комиссию по ценным бумагам и биржам информацию о своем бизнесе, включая размер выплат ведущим менеджерам. Эта информация доступна на сайте Федеральной комиссии, на официальных сайтах компаний, и она обобщена на этой поисковой странице. Например, первый в здешней колонке популярных управленцев Ларри Эллисон в списке самых преуспевающих топ-менеджеров в 2014 году. Глава одной из крупнейших компаний мира, производящих программное обеспечение, заработал свыше 67 миллионов долларов. Кстати, на 10 миллионов меньше, чем в 2013 году. При этом зарплата Эллисона составила ровно $1 в год. Все остальное – опционы. Растет компания, зарабатывает и Эллисон. Падает, как, например, цена российских энергогигантов, и доходы моментально снижаются. Самый высокооплачиваемый американский менеджер за 2013 – это Шариф Суки, президент компании, который занимается сжиженным газом, а также разведкой и добычей. Он получил $142 миллиона. Суки единственный, кто перешагнул рубеж 100 миллионов.
Однако при ближайшем рассмотрении его зарплата оказывается не такой уж большой – $800 тысяч в год. Еще 3 миллиона 600 тысяч – это бонусы, а все остальное – акции компании, которые он получил в качестве вознаграждения. Он заработал эти деньги, потому что акции компании за 2013 год резко выросли в цене. В США Игорь Сечин, по оценкам экспертов, вошел бы в рейтинге примерно в середине второй сотни. Зато глава государства назвал его эффективным менеджером, и перепады котировок акций Роснефти на его зарплату могут не влиять. По-видимому, это еще один признак стабильности в России. Александр Панов, Дмитрий Шахов. Настоящее время. Вашингтон. Госдепартамент США объявил о вознаграждении за информацию, которая приведет к поимке или ликвидации 4 главарей террористической группировки «Исламское государство». Заявление было сделано после того, как группировка взяла на себя ответственность за теракт в штате Техас. Напомню, на конкурсе карикатур на пророка Мухаммеда в городе Гарленд 2 вооруженных мужчин открыли стрельбу и были убиты в перестрелке с полицией. Администрация США призвала общественность не доверять, тем не менее, заявлениям ИГИЛ, так как ранее они уже не раз были увлечены в фальсификации данных. Тему продолжит Вадим Оленичев. Как объявила группировка ИГИЛ на своем веб-сайте, нападение в Гарленде, штат Техас, осуществили, цитата, 2 солдат халифата – Элтон Симпсон и Надир Суфи. В то же время правительство США сообщило в ответ на это, что власти проверяют все электронные контакты застреленных нападавших и никаких указаний на их связь с самопровозглашенным исламским государством не обнаружено. Известно, что экстремистские группировки часто приписывают себе теракты, к которым они на самом деле не имеют отношения. Происшествие в Техасе вновь поставило вопрос о том, в какой степени ИГИЛ угрожает безопасности граждан США и может ли эта угроза возрасти. Американские эксперты, изучающие стратегию и тактику так называемого исламского государства, считают, что главная его угроза направлена все-таки на ближневосточный регион. Там, на Арабском Востоке, ИГИЛ действует в паре с Аль-Каидой, вновь поднявшей голову сразу в нескольких мусульманских странах. Мы все знаем, что ИГИЛ отпочковался от Аль-Каиды. Цели обеих организаций сходны – насадить исламизм во всем регионе и взять его под контроль. Этот феномен мы уже наблюдали с недавнего времени в Сирии, в Ираке. Он может распространиться и дальше, в Ливию или куда-нибудь еще. Что касается конкуренции между этими группировками, то, хотя и возможно, что для них самих имеет значение, будет ли это делом ИГИЛ или Аль-Каиды, но цель у них одна. Другой насущный вопрос – откуда обе исламистские организации продолжают получать финансирование? Ведь подготовка шахидов, проведение терактов и поставки вооружений стоят больших денег. Интересно то, что ИГИЛ, в общем-то, не пользуется финансовой помощью каких-то либо правительств. Оно в основном само себя обеспечивает, получая деньги от продажи нефти и благодаря налогам населения районов, находящихся под его контролем. А вот Аль-Каида долгое время существовала на пожертвования различных организаций. Сегодня она активизировалась в Йемене и Сирии и получает средства от некоторых государств Персидского залива. Уже можно с уверенностью утверждать, что Саудовская Аравия и Катар перечисляют деньги организациям, под прикрытием которых действуют. Например, филиал Аль-Каиды в Сирии. Даже если угроза терактов со стороны джихадистов на территории США невысока, есть и другая опасность – разрушение общественных устоев. Поводом для инцидента в Техасе стал конкурс карикатур на пророка Мухаммеда. Его проведение полностью соответствует американским понятиям о свободе слова и печати. Однако в Соединенных Штатах говорят и о том, что было бы оправдано ограничить эти свободы, чтобы не задевать чувства верующих. Но тогда, говорят правозащитники, это будет уже другая Америка. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Между тем, французский сатирический еженедельник «Шарли Эбдо» получил премию американского пен-клуба за храбрость и поддержку ценностей, которые защищает организация. На церемонии награждения в Нью-Йорке главный редактор издания Жерар Биар отметил, что самым мощным оружием религиозных экстремистов является страх, и что необходимо показать, что журналисты и карикатуристы не боятся и продолжают писать и рисовать. Напомним, 7 января редакцию «Шарли Эбдо» в Париже атаковали исламские экстремисты, 12 человек были убиты. На этом наша программа подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Мы прощаемся с вами и с нашими коллегами в Праге. До завтра. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время Сергей Дорофеев. Всего доброго и до свидания.